На заседании сессии парламента депутаты во втором и окончательном чтении ратифицировали внесение изменений в соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о пенсионном обеспечении граждан России, постоянно проживающих в Абхазии. Документ представила полномочный представитель президента в парламенте Нателла Ломия. Она пояснила, что в республике было выявлено много случаев, когда выплаты за умерших пенсионеров получали их родственники или иные лица. Внесенные изменения предусматривают субсидиарную ответственность уполномоченного органа Абхазии за неисполнение обязательств, которые повлекли излишнюю выплату сумм пенсий и доплат к ним. Компетентный орган России освобожден от уплат обязательных платежей в бюджетную систему Абхазии. На сегодняшний день объем таких обязательств составляет порядка 24 миллионов рублей. В связи с такими обстоятельствами был подписан протокол, который предусматривает, что в случае, если абхазская сторона не уведомила или не своевременно уведомила о смерти гражданина, за которого продолжают получать пенсию его родственники или иные лица, абхазские компетентные органы будут нести за это ответственность в виде субсидиарной ответственности, в виде возврата денежных средств, которые были незаконно получены. Конечно, мы хотим вести дальше переговоры, дальше о повышении размеров пенсии, о доплатах российских и так далее. Но так как эта проблема серьезная существует и не решена, у нас проблема именно сама с регистрацией факта смерти, то российская сторона ставит вопрос о субсидиарной ответственности Республики Абхазия с абхазской стороны. И таким образом мы берем на себя такую ответственность, потому что, не решив этот вопрос, дальше вести переговоры о пенсионном обеспечении граждан не представляется возможным. Депутаты парламента также ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения зарплаты основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года. Соглашение продлили до 2025 года. И согласно изменениям, одновременно один работник не сможет занимать более 1,5 штатной единицы. Также установлены новые формы отчетности расходования выделенных средств. На сессии парламента депутаты внесли изменения в закон о правовом положении иностранных граждан Республики Абхазия. Законопроект направлен на установление обязательности учета иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания в Абхазии, а также на наделение Кабинета министров полномочиями по установлению порядка и условий постановки на учет по месту пребывания в Республике Абхазия иностранного гражданина и лица без гражданства. Все иностранные граждане и лица без гражданства, которые пребывают на территории Республики Абхазия, свыше 3 дней подлежат постановке на учет в установленном порядке. В установленном порядке выдается документ, подтверждающий постановку на учет. Постановка на учет осуществляется на срок до 1 месяца, в последующем может продлеваться до 6 месяцев. Рассматривали возможность увеличения определенного срока дат, то есть, например, до 20 дней, чтобы не было необходимости для того, чтобы обязательности постановки на учет, либо вообще рассматривать пока на этом этапе только для тех, кто собирается именно устраивается на работу. То есть, потому что если мы примем так, как есть, то есть в окончательном чтении, у нас могут быть проблемы потом уже с туристами, которые у них будут какие-то дополнительные препоны, им приходится с документами куда-то ходить. Да, если, например, в гостинице отдыхают, это все проще. Но если отдыхают дикарем, создаются проблемы, и вполне возможно, что потом к ним со временем будут применены какие-либо штрафные санкции. После обсуждения депутаты приняли законопроект в первом чтении. На сессии парламента был представлен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в сфере борьбы с правонарушением по добыче криптовалют. Речь идет об ужесточении механизма по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии. Несмотря на то, что штрафные санкции накладываются, оборудование находится в обороте. И в целях одним из мер по изъятию оборудования предлагается предусмотреть возможность конфискации. Также предусматривается ужесточение в плане уголовной ответственности за повторное совершение административного правонарушения. Предусматривается установление уголовного наказания в виде лишения свободы на срок от 1 до 3 лет, также с конфискацией оборудования. Проектом закона предусматривается также оборудованием признавать тот же трансформатор, который человек использует непосредственно только исключительно для осуществления деятельности по криптовалюте, а также иное оборудование, помимо наряду с машинками и блоками.
Мнения депутатов в данном вопросе разделились. Проект на данном этапе я поддерживаю. Единственное, на мой взгляд, все-таки о конфискации трансформаторов именно вообще речи быть не может, но это опять же между первым и вторым чтением, я думаю, мы еще это все тщательно обсудим. Мое мнение по данному вопросу такое. Просто если мы хотим, чтобы наша энергетика оставалась нашей, нам необходимо какие-то меры предпринимать, и пусть даже они не популярные. Вот такое мое мнение, уважаемые коллеги. Если мы хотим бороться, мы должны бороться действительно все вместе. Потому что рядовой крестьянин не имеет фермы. Фермы есть по 2000 аппаратов. Вы представляете, что такое 2000 аппаратов? Которые 6 километров провели под землей кабель, 6 километров. И трансформатор находится на другом месте. Я хочу сказать, если человек купил трансформатор для этой цели, почему мы должны лояльно относиться к этому? Конечно, надо все конфисковать, если человек купил специально для этого. Это не проблема энергетической отрасли, это не решение задачи, я вам повторяю. Вам нужно решить организационные вопросы в самой энергетике, в управлении. Вот где надо решить. Я же только что сказал, это самовольное подключение к электрическим сетям, вот единственное. А если вы ему разрешаете, он будет подключаться. Зачем его конфисковывать? Вы только вчера разрешали, а сегодня говорите не надо. Будем забирать. Реза Платонович обозначил реальную возможность, незаконное подключение к сетям. Но это требует работы. А вот тут и начинается то, о чем мы говорим. Не может быть этого подключения, которое не видят работники сети, которое не видят правоохранители и так далее. Вот тут начинается выборочный режим. Поэтому мое предложение все-таки сегодня, этот вопрос, давайте мы к нему вернемся. После долгого обсуждения было принято решение снять с повестки данный вопрос. Также депутаты перенесли рассмотрение еще 2 постановлений о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость и о внесении изменений в закон об инвестиционной деятельности в связи с необходимостью доработки. Во втором окончательном чтении депутаты внесли изменения в закон о национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа. Согласно документу вводится определение электронных денег. Закрепляется право участников национальной платежной системы, партнеров, провайдеров осуществлять прием платежей в пользу третьих лиц. Банк Абхазии может регулировать порядок приема платежей партнерам-провайдерам в пользу кредитных организаций. Депутаты также во втором окончательном чтении внесли изменения в некоторые законодательные акты Абхазии в сфере банковского регулирования. Изменения вносятся в рамках гармонизации законодательства Абхазии с российским. Депутаты парламента также внесли изменения в некоторые законодательные акты в части регулирования инвестиционного товарищества. Документ представила полномочный представитель президента Нателла Ломия. Договор инвестиционного товарищества, вообще законодательное регулирование направлено на то, чтобы создать соответствующие необходимые правовые основы для предпринимательской деятельности на территории Республики Абхазия в случае, когда нет необходимости создавать отдельное юридическое лицо, а есть возможность нескольким юридическим лицам на основании заключенного договора инвестиционного товарищества заниматься соответствующим видом предпринимательской деятельности. Депутаты в первом чтении внесли изменения в закон о праздничных и памятных днях в Абхазии. В случае принятия изменений профессиональные праздники в Абхазии будут устанавливаться президентом республики. Законопроект предусматривает изменение наименования праздника 14 января Ажирнуха на традиционный религиозный праздник абхазов вместо Дня сотворения мира. Таким образом, принятие проекта закона обеспечит разграничение государственных и национальных праздников от профессиональных. Кроме того, проектом закона предусматривается установление новогодних каникул, которые будут охватывать и 31 декабря. Аля Катравш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.